Всем привет! Да, надо громче говорить. У меня термочехол на камере, поэтому придется орать. Так, что это за озеро такое? Это Гиблое озеро. Гиблое озеро. Спускаемся. О боже. ГПТУ-16. ГПТУ-16 сейчас вы увидите. О боже. Как это опасно тут ходить. Как это опасно. Гиблое озеро. Идем еще не по совсем промерзшему льду. Специально. Сегодня праздник у нас. Праздник единения. Кого с кем, вообще-то сложно даже догадаться. Но праздник. 4 ноября. Впереди видим ГПТУ-16. Здесь учат разным рабочим профессиям, нужным вроде бы как для страны. Ну вот, оно печально известно тоже своими определенными вещами, которые здесь творились в камышах. Смотрите, камыши какие. Красиво. Солнышко там. Смотрите, они... О, класс, да? Под снегом так. Вау. А это... Вот у вас нету такой красоты чудной. Вот эти специальных историй волосы стынут в жилах. Да, подсказывают, что печальные истории, от которых волосы стынут. В жилах. Не знаю, насколько батарейки хватит. У нас холодно, минус 20 с чем-то. Ну, сейчас хорошо то, что день. Так, что тут интересного у нас есть? Ну, ничего интересного пока я не вижу. Там какой-то вот бюст кому-то из выдающихся. О, смотрите, как красивая девочка. Вау. Красота. О. Ну, мне нравится, да, мне нравится вот это подымие. Ну, наверное, еще мало того, что закрыто, а оно, наверное, еще на удаленке обучаются Десяткино техникум. Вот и собачки. Собачки маленькие. Ну, это чья-то, наверное, да? А как пройти-то тут? А здесь надо даже спасибо. А что? А, к бюсту. Ну, давайте к бюсту пройдем. Ну, тут вообще такая территория прикольная. Вон беседка, в которой сидят и принесли вместе с... Ой, ты за нами бегаешь, да? Бегаешь за нами. Ты чей? Чей ты? Тебе не холодно? Тебе не холодно, нет? Вот смотрите, какие умные глаза. Беседка, Щенок еще. Да. Но тут я не вижу урны. и обсуждают двойки. Урны я не вижу здесь. Урны. Они приносят целую баночку. С баночкой. Ну так не замусорено или снежком прикинуло? А, вот урны, да. Ну так все благородно, цивильно. Но мне нравится вообще-то. Пока жаловаться не на что. Ой, ты нам с нами, да, бегаешь? Какой молодец. А это кто такой? Десяткин Тарас Гаврилович. Герой соцтруда. Вот, работяга. Ему здесь бюст стоит. Вот таких бюсты надо ставить по всей стране работягам, а не каким-то там олигархам и непонятным. Да. Повторяю. О, это что, скорая помощь, да? Коронавирус за кем-то поехала. Вон, видишь, здесь раньше, видимо, военная, это же НВП, начальная военная подготовка, видишь, эти доты какие-то. Ага, доты. А, они тут стрельбе учились, ну правильно. А кому тут учат-то вообще-то? Кому? Непонятно. Спортсменов учат. Спортсменов. А вот это что за штуки такие вот железные вокруг дома? Это Промораживатели грунта. чтобы вот эти сваи промораживались, да, грунт, чтобы не оттаяли они летом, да, или у нас потепление там глобальное. На самом деле про спортсменов я пошутил. Здесь учат сварщиков. Сварщиков, да. Ну, я говорю, рабочие специальности нужные, по идее,
стране, если, да, таким вот, для работы, для строительства. Сейчас припорошило снегом, поэтому как бы все вот эту грязюху-то засыпало. И поэтому что тут реально за дорога мы сейчас не видим. Поэтому видим вот такую красоту. А это что такое? Тут даже замок есть. Ё-макарёк. Ё-ё-ё. Тут мы видим что? Пустые бутылки. И какие-то бутылочки с чем-то. Наверное, это дезинфекторы. Внутреннего типа, да. Внутреннего и наружного. Такие вот решетки. Ну сюда не подойдешь, видите, снег. Хотя я надел себе обувь вот такую, вроде как теплую, но все равно. Смотрите, переходом вот это училище соединено с общежитием вот таким вот четырехэтажным. Ну его, когда его примерно построили-то, в каком году? В 90-х годах уже. 90-х, да, то есть еще, было даже раньше. видать, проект Советского Союза это все. Поэтому вот такой дом, общежитие. Ну, естественно, никто его не красит, поэтому оно в таком жутком состоянии находится. Ну да, вот тут, по идее, стекол не хватает, да? Стекол. Даже никто не ходит. Да. А мы тут ходим. Мы тут ходим. Ну тут кто-то ходил уже, смотрите. Следы. Он, наверное, по-маленькому ходил. Вот тут где-то, наверное, следы должны быть. Да? А мы сейчас вот эти окошки посмотрим с вами. Шикарно. Шикарно здесь. Замочек хороший. Тут кто-то сидит, видать, курил. О, боже, стекло. Ой-ой-ой. Не выпади на улицу. Вот такой А вот видон. я заметил, смотри, один скрытый там промораживатель. Вот. Справа. Где? А, вон, да, ага, сверху. Там дырка. А они, по-моему, вообще уже скрытые. Непонятно. Они уже не работают. Пойдемте отсюда. Вот. Пойдемте. Так, главное под ноги смотреть. А то можно... Это нормальный вход. Да, тут вход был, и как обычно, нормальные входы все закрывают и делают где-то. Вот. Сейчас посмотрим на эти промораживатели. Вот они такие вот. Там уже снежок что-то понакидано. Земля, блин. Там мокро. Они почему-то все открыты. Для чего? Керосин? Значит, там какая-то жидкость налита. Вот вместо того, чтобы выходить на улицу, мусорку выкидывать. Вот кто-то отсюда выкидывает. Технологии, они заполняются керосином. Вон эти, как они называются? Воняет керосином, да. Вот эти, видите, да? Холодильники уличные в окошках. Туда можно набить сейчас вот мясо, рыбы, то, что портится. И, пожалуйста, никакого вам холодильника не надо. Так, интересно, у меня камера... Вот тоже, видать, сверху это все здесь закидывает. Что ходить-то? Выкидывать мусорку. Они вот так вот. А тут есть какой-нибудь магазин или что-нибудь такое? Тут вообще в этом районе. Смотрите, тут как все устроено. О, собаки бегают. О, собаки, они на нас не накинутся. Видите, вот свайное основание такое вот. Одна, вон, вторая там стоит.
Ладно, не будем их, а то они на нас накинутся. Вот она, собака. А вот эти входа. Ну что, закрыта она? Продаю. Смотри, открыто. Можно даже зайти. Вот, а хлеб почем у вас? 50 весь, что ли? И даже батон? Батон 58. 58 вот этот, да? Ничего себе. Масло растительное по 108, да? О, да. О! Так. Ну вы видели, какие цены, да? Хлеб по 50, батон по 58. Ну вот это якутск есть. А, вот общаги. Да, ну сейчас, конечно. Вот это, к которому ты идешь сейчас, тут раньше даже было детское поликлиническое отделение от поликлиники номер 2. Ага. Уже нет. А смотрите, вот это вот уличный гараж. Это все Называется Наташа. 10 раз. Наташа. Ну, пускай еще посмотрит. Кто-то видел, кто-то не видел. Это училище, Люди-то разные смотрят. это училище готовило рабочих Смотрите, кабели прямо на улице торчат. завода по ремонту землеройной техники. А, да, был завод такой. Да. И вот здесь вот в этих общежитиях жили, вот, которые слева, это жили здесь работники этого завода. Угу. Ну а сейчас кто здесь живет? Какие люди? Управление компании ЖКХ столичная. Но тут я вижу, смотрите, какой прикольный. Это же можно вот даже тренироваться здесь. Смотрите. Я первый раз такое вижу. Смотрите, вот эта вот детская площадка, А ты думаешь, для чего? она закрывается, чтобы собаки туда не ходили, наверное. Кошки не тратят. Ложки, ну, песочек, да, ага, ну и бациллы. Смотрите, ну тут что-то же делают, вот, и не все так плохо. Нет, это не то, это федеральная программа. Федеральная, Да, федеральные деньги. федеральная программа. О, кто-то забыл свой велосипед. А колеса он к нему запасные не закрыл. А что, даже его не пристегнули, что ли? А, не пристегнутый. Велосипед-то старый такой, да, еще какой-то стелс или еще какой-то. Сейчас-то моднее колесики. Ну вот, жители местные жалуются, что вот 10 собаки толпами нападают на них. даже. Да, ну, черт их знает. Они сейчас, наверное, Они на куда-то промысел попрятались. ушли куда-то. Да, на промысел, они знают. Возле магазинов продуктовых крутят. Ну что, теперь надо пройтись вот по этим местечкам интересным. Уже сосульки, смотрите. Сосули. Красиво? Красиво. Осторожно, вроде. Блин! Скользко. Нужно улететь. Так, тут еще осторожно. О, канализация и открыто, конечно, надо. Смотрите, дыра. Канализация. А, труба открыта, смотрите, люди переходят. Скоро будет минус 40. И так вот она открытая, теплотрасса. Как раз ЖКХ ничего не делает. Да, они по идее. Ну, у них, наверное, нету денег. Ну, вот есть. У них нету денег. Народу живет, сколько из квартирах нет. А что с нами платят? Ну, платят, да, конечно. Но кто-то не платит. Может, сейчас вот из-за коронавируса кого-то выгнали с работы, кого-то там, то все, блин, и люди без денег, без доходов остались. Наверное, таких людей увеличилось вот в эту эпоху коронавирусную. Надо зайти где-то посмотреть, как они там живут. Пока мы так походим, посмотрим красоты здешние. Тогда предлагаю пойти вон туда, мимо завода, туда в сторону реки. Пошли Зря туда идешь. сюда. Лучше сюда надо. Ну, это собачья тропа, видишь, человеческих следов нет, только собачьих. Собачки бегают здесь, смотрите. Ё-моё, ёх-махарёх. Чё только... О, блин. А как идти-то? Ну и как ты... Блин, вообще...
Это ужасно. Ну не ходи по другой. Пойдем по другой, по нормальной дороге. Ну я уже выхожу. Че, пошел я? Что теперь делать-то? Блин. Ой. Сюда что ли? Ну видишь, сколько собачек сидит? Да. Это не вижу выше. Сейчас. Ну, кстати, это дети по трассе там. Ага. Пойди тепло. Тепло, тепло им надо, конечно. Фу, блин, заснежила всю камеру. А мы тут не провалимся под лед. Наверное, нет. Собаки-то... О, смотрите, точно. Собачьи следы все. Давай быстрее иди, а то тут нападут на нас. Стая, да? Такая больших, злых. Ну пока... А может их, собак этих разобрали по домам, сердобольные, Да, их недавно собаколюбы. выпустили 87 штук. Как раз. Ну вот, они забрали их себе, Нет, вот эти видите, жалеют, там в квартирах их держат. О, боже, это что за автобан? это дорога на РЗТ, ремонтируем технику. Ну, Вон завод. да. Мы сейчас туда пойдем, в сторону завода. А он открыт вообще? Только иди по этой стороне. Открыт он вообще? Он, да, работает. Так, ну вот, короче, завод землеройной техники. Видно всем. А там вот алмазогранильный завод ДДК написано. А там, где должен быть Татра. Ага, Татра. Должна была быть. А что за Татра? Это какой-то чешский же грузовик, да? Татра, блин. Чехия, да, или кто там, черт его знает. Какой-то балок замученный. Вот, смотрите, тут на отшибе какие-то дома стоят. Ну, дом-то неплохой, в общем-то. Тут страшно жить. Как они тут живут? У них, наверное, там этот, как его, гранатомет, да, все там как положено. Тихо и спокойно. Машина тут не ездит туда-сюда. Ну да, вообще-то, и менее пыльно. Алмазы Анабара. Тут это приятный такой вот Деревом, да. дымок. А, вот печка. Печка, печка, печка. Здание Алмазы Анабара. Наслаждайся снегом, снежком, вот красотами. Сегодня у нас 4 ноября. Время сейчас. Подскажите, сколько время сейчас? Есть у кого-нибудь часы? Я часы не одел. Надо часы говорить постоянно, время какое. Да? Чтобы... Без 20 час. А время сейчас 12 часов 40 минут. Или без 20 минут час, или... О, а там Ричпорт, да? Вот в той стороне. Да, он приедет. Блин, а надо было летом сюда приходить. А далеко до протоки здесь? Ну, нет, относительно недалеко. 5 минут ходьбы? Ну нет, не 5 минут, 15 минут. 15. Ну вот, сейчас мы только на этом кораблике были. Вот. Изучили там внутри, что, и теперь идем по этой тропке, возвращаемся. Это какой-то баннер был здесь. Ну все, выходим мы на дорогу, я думаю, да? Нормально. О, а что тут мы увидели? Смотрите, посидеть можно, посидеть, пивка попить. Видали? Праздник сегодня, 4-й, день единения. Сюда олигарха посадить в это кресло, а сюда бедняка нищего. И пускай они объединяют свои мысли. Тут вообще-то заметили, смотрите, дрова или что это, отходы деревообработки отсыпанные. Здесь вот сверху лежат. А вот заезд на эту деревообработку, посторонним вход воспрещен. Сдам место в теплом гараже. А вот это вот центр реабилитации
инвалидов. А вот эта улица, как называется она? Вот Как? по которой Бабушкина? Это 50 лет советской А, армии. 50 лет советской армии. Центр реабилитации инвалидов это улица Рихарда Зорги. Рихарда Зорги. А, это КамАЗ. Вот смотрите, с песочком поехал, по точкам. Центр реабилитации инвалидов. Короче, вот. Сейчас мы с вами вот в этот супермагазин зайдем. Там задешево все продают. Посмотрим на цены. Даже бесплатно. База. Бесплатно? Да. Для нищих. Надо выглядеть как нищий. Но мы похожи, в общем-то. Так, вот это вот 50 лет советской армии. Улочка. Переулочка. А где тут светофор-то? Переход где тут? Вот магазин Каравай, здесь можно ночью водку купить. Да? Ну отлично, 24 часа. Правильно? А что люди хотят пить круглосуточно? Кто им запрещает? Так, что? Пошли? А я кнопку просто нажал. Светофор, стоп. Автоателье. Какая-то улица. А вот эти дома деревяшки их обделали. Короче, этим. Они такие современные стали. Профлистом, как сейчас любят все обделывать. Чтоб красиво было. Я думаю, уже светить пора, блядь. А их обделывают. Ну так это же надо людей расселять где-то. Это зачем власти головная боль по расселению? Пускай живут вот так подлатать, выгребную яму построить. И пускай живут там они, обновить. Продажа, аренда базы. Построить выгребную яму. О, смотрите, а тут что у нас? Люди водичку. О, я так раньше ходил с ведерками, да? С ведерками, точно. Тут собачка, вон они набирают ведра и так. Ой, это же опасная собака какая-то. А, нет, это типа лайки, да? Что-то? Гав-гав. Хорошая. А, вот там вот эти вот общежития, видите, да? Вдалеке мы там с вами были, ходили. Там снимали. Пытались найти собак, но что-то собак особо и нет. Видак, у них доширак, лучшая цена, 29,90. Но это какой год-то был? Сейчас она уже 30, по-моему, 4 или сколько. Вот. Этот супермагазин. Как он называется? Против света. Сейчас подойдем. Оптовка ГРЭС. Во. Тут, короче, яички. Даже в аренду сдают. Аптека. Сейчас туда проникнем с вами. На эту территорию. С собаками вход запрещен. Видали? Без масок тоже нельзя ходить. Дают фруктики. А тут что у нас? Губную помаду продают. Смотрите, лаки. Без масок не входить. А, это скиф. Так, маску надеваем. Цены посмотрим. Свежее мясо. Что тут? 385. Это что такое? Стейк. Лопаточка 335. Поясничный 320. Так, а это что, фаршик? Фарш по домашним 500 грамм 181 рубль. А килограммовый, да, это 374. Так, тут вот это мяско продают еще. 450 рублей килограмм, 475. Тут не вижу я там детали. Цыпленок 175. Разный. Так, и что тут? Рыбка у нас, да? Рыбка здесь. О, пельмешки с натуральным мясом по 317. 48. Вот видите, это брызгать. Дезинфекция. Так что здесь все соблюдено. Шашлык вот готовый есть, всякие разные.
Сосисоны. Так, и рыбку. Что такое? 473, 6 рублей. Чир горячего копчения. Так, кита 828. Так, что там еще? Омуль 463. Так, что такое? Форель 192, 200. 192. Вот, тут цены это ничего, более-менее. Какая-то набор к пиву 165 рублей. Кстати, прилично. Надо взять. Петушка взять надо. Так, а здесь уже готовые всякие разные салатики. Колбаска. Разные цены. Тоже. Вот какой ассортимент. Тут хлебушек. Тут по 44 рубля хлеб. Батон 31. Короче. Вот такие вот цены. Ватрушки по 36 рублей. И бисквитики, да? Добы, выборгские. Такие вот. Так, а здесь что еще? Сыры есть. Сыры посмотрим почем. 460, 600. Беловежский трюфель. Этот, наверное, вкусный, да? И различные грудинки, да? 460. Сосисоны. 307 рублей. Такая большая, да? И килограмм. Получается, колбаса столько стоит. Вот вам цены. Магазин Скиф. Магазин Скиф. Так, ну ладненько, пойдемте. Дальше глянем, что. А, вот масло еще есть. Причем масло 115. 99 даже какое-то есть. Крестьянское. Это что такое? Тесто дрожжевое. 97 килограмм. Так, а что тут еще есть? Смотрите, ковида нет. Ковид не спит. Маски — первое средство защиты. А тут пусто. Поэтому здесь арендую яйцо. Вот яйцо птицефабрики. Оно почему закрыто? Почему-то закрыто оно. 4-го. А, выходной день у них сегодня. Вот решили. Так, здесь аптечка. Аптечка популярная. Так, ну и здесь. О, этот аппарат еще тут. По 10 рублей, кстати. Доставать вот эти вот. Помните? 10 рублей. Кидайте, если доставайте игрушки вот этим вот. Прикольно, да? Взял я корзинку все-таки. Сейчас пройдемся здесь. Потом у меня камера снимает. Тут что только нету, смотрите. Всякие разные товары. Ой-ой-ой. Супер универсальный магазин. Консервация производства Болгарии. Смотрите, как оригинально сделано. Колеса такие. О. И далее что делают люди? Чипсики. Так, тут всякие разные штуки. О, мука. Пойдемте посмотрим, почем мука. 10 килограммов. 320 рублей. Крупа. Мука алейка 50, 1850 рублей. Так, и вот такие большие 471, 5 литров. 527. Так, а вот эти почем? Масло. Масло, говорит, 102 рубля. Ё-моё, 102 уже. Что, неужели дешевле? Нет ничего. Макарошки, макфа. Вот тут разные макароны, конечно. Крупы. Да. Ну тут типа обычного магазина какого-то. Кока-кола. Смотрите, сколько стоит. Литровая бутылка. А вот отрава это 137 рублей 2-литровая. Соки по 180. Ничего себе, дорогой такой. Сок-то. Я вот в светофоре был недавно. Там что-то такая 2-литровая. Рублей 70-80 стоит. Не, ну я не знаю. Тут, конечно, дороговато. Это дороговато как-то. Какие-то штуки. О, основа для чего? Для пиццы.
Вот такая здоровая есть. Пиццу, если хотите. Манты, шманты, цены. Так, вот, печенюшки тут разные у нас, всякая ерунда. 200 рублей килограмм вафли стоит. Кстати, вот можно прикупить вафель. Вот таких вот. Вот таких шоколадных типа. Они вкусные должны быть. Трубочки есть еще, палочки и так далее. А после мороза надо, короче, чая горячего пить. А здесь что у нас? Окорок. 170 рублей килограмм. Так вот. Рыбка продается, рыбка. Почем рыбка? Минтай 188. Горбуша 313 рублей килограмм. А, и вот смотрите, камбала. Камбала 165 рублей. Надо камбалу взять. Смотрите, апокалипсис. Мука Макфа 2 килограмма 118 рублей. Ужас. А я, короче, камбалу взял здесь. Еще по 160 рублей килограмм. О, наш любимый дошир 34. Вот таких. А такой сколько стоит? 16 рублей. Ну, на это в светофоре дешевле. А, ну это дошир же. Он должен, по идее, быть вкуснее. А это... А, чан рамен. Чан рамен сколько? Это 200, непонятно сколько. А, 36 он. Да? Или сейчас посмотрим цену. Какая цена? Непонятно. Чан рамен. 36 рублей. Вот такая вот чан рамен. Где же тут квисти? Сейчас вот после мороза вот это вот заваришь чашку такую и наслаждаешься едой. Вон горячий бульончик такой. Так, это что у нас? Чайки, чаек, кофеек. Разные цены. Жокей 200 рублей вот. Для турки. Понятно. Цены. Они как везде. Вот. Таким вот образом. А вот фруктики продают. Ну все без цен, конечно. Яблоки, сливы. Ну бананы где-то 120, да? 130. Бананы у нас покупают только олигархи. Соблюдайте 1,5 метра. Бананы у нас покупают только олигархи. Фрукты. Ага, смотрите, такие штуки поставлены. Они, кстати, легко носятся, чтобы машины не проезжали. Вот сюда вот. Да, тут заезжают прямо туда, в кассе. Оптовка ГРЭС. Ну, честно говоря, вот, оценил я, цены можно дешевле найти в городе. Здесь не так уж и дешево. Смотрите, какие елочки прикольные. О, машина какая большая. Подставляй камеру. Ну вот. А я рычаг нажму. Давай. Смотрите. Камеру подставляй поближе. Водички. Еще ближе. Водички попьем сейчас. Вот так вот. Кто хочет водички, вот приезжайте в Якутск пить воду бесплатно. Она, кстати, подогреваемая. Видите, провод идет туда. Угу. Вот чудеса 21 века. Когда космические корабли бороздят открытый космос, нанотехнологии, биометрия, что еще там. А вот здесь, кстати, сдается, что там сдается, что-то в теплое месте что-то сдается, короче. База сдается. Пока тут можно в округе поснимать. Ну смотрите, тут-то помойка, она облагорожена. Смотрите, такой заборчик у него. Это магазин себе сделал? Да, сами, да, делают. Магазин. И смотрите, скамеечка. Какая шикардозная. Еще советская, по-моему, да? Вот эти палки уже часть отсутствует. Ну да, сейчас же чугуна столько не будут лить. Антиквариат. Стоп. Ну что, стоим, ждем. Алмаз. Это... Алмаз. В конце ИЗ, АС.